По данным прокуратуры Чувашской Республики, житель Бресинского района осужден за незаконное хранение взрывчатых веществ. И Бресинским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 69-летнего жителя поселка Буинск и Бресинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 части 1 УК РФ «Незаконном хранении взрывчатых веществ». В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый более 30 лет назад приобрел путем получения в дар у своего односельчанина порох в количестве около 400 граммов, являющийся взрывчатым веществом, и хранил его упакованным на чердаке сарая своего хозяйства до его обнаружения сотрудниками полиции. С учетом признания подсудимым своей вины, смягчающих обстоятельств, позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 10 месяцев со штрафом в размере 5000 рублей. Приговор в законную силу не вступил. Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики. Житель Красночитайского района осужден за неуплату средств на содержание своей несовершеннолетней дочери. Прокуратурой Красночитайского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителям без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенное неоднократно». Установлено, что согласно решению суда на местного жителя возложена обязанность по уплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Однако обвиняемый без уважительных причин указанные средства не выплачивал, никаких действий по погашению задолженности по алиментам не принимал, за что в апреле 2019 года был привлечен к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ в виде обязательных работ сроком на 20 часов. Несмотря на вышеуказанное, местный житель не встал на путь исправления и без уважительных причин не принял меры по оплате алиментов на содержание своей дочери. Кроме того, при отсутствии постоянного источника дохода, имея возможность по состоянию здоровья и возрасту устроиться на работу, действий по трудоустройству не принимал, чем допустил образование общего долга по выплате алиментов более 500 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину признал. Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% в доход государства. Приговор в законную силу не вступил. Отмечаем, что вынесение приговора не снимает обязанности осужденного оплатить имеющуюся задолженность по алиментам. Данные предоставляет пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики. Для рубрики «Прокурорская проверка» Олеся Григорьева.